Информационная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. Самый ожидаемый фильм 2015 года «50 оттенков серого» запрещен к показу в Северной Осетии. За несколько часов до премьеры кинотеатры республики расторгли контракт с кинокомпанией Universal Pictures. Первому детскому хирургу Северной Осетии Константину Есенову сегодня 84 года. Более полувека он отдал благодарной профессии врача. В послевоенные годы Есенов основал первую детскую хирургию на Северном Кавказе. Эти и другие темы далее подробно. Обличать главные пороки общества и ругать власть умели и практиковали с успехом еще наши классики. Все так же актуальны произведения Чехова, Достоевского, Булгакова. Настолько актуальны, что даже страшно. В этот раз противоборцы решили обратить свой взор на кинематограф. В социальных сетях появился шквал предложений запретить к показу фильм «50 оттенков серого». Общество считает, что подобным фильмам не место в кинотеатрах Северной Осетии. Изобилие любовных сцен делает этот проект нестандартным для кавказского менталитета. Активисты подготовили обращение к главе республики Таймуразу Мамсурову с просьбой лишить картину прокатного удостоверения. Судя по роману Эрики Джеймс «50 оттенков серого», юные женщины способны вести себя слишком агрессивно и непредсказуемо, привлекая партнера как воплощение самых темных и преступных желаний. Экранизация бестселлера, рассказывающая о любовных отношениях студентки с 27-летним миллиардером, вышла в России уже сегодня. Согласно сайту Фанданго, «50 оттенков серого» стал самым продаваемым фильмом с рейтингом R, превзойдя рекорд фильма «Секс в большом городе 2». Звучит довольно скучно. «50 оттенков серого» – фильм, обреченный на кассовый успех благодаря феноменальному успеху первоисточника и последующим скандальным высказываниям, решениям и событиям. Эротическую мелодраму можно смотреть только лицам, которые достигли 18 лет. Но североостинское общество посчитало, что этой меры недостаточно. Более того, злом фильм посчитало Духовное управление мусульман республики. Муфти Хаджимурат Гацалов также высказался против проката ленты. Задумывались ли мы о значении слова «ахдау»? Задумывались ли мы о том, что наше старшее поколение – защитники традиций, и вряд ли бы они нашли в нашем сегодняшнем обществе ахдау? Вряд ли бы им понравилось то, что мы сегодня делаем. У них была другая мораль, у них были другие принципы, у них были другие основы. Я не хочу, чтобы любая девушка в Северной Осетии смотрела это зло. За 12 часов до премьерного показа кинотеатры Владикавказа разорвали контракт с Universal Pictures. За снятие фильма с проката придется выплатить неустойку. Речь идет о сотнях тысяч рублей. Мы поставили в известность компанию Universal Pictures о том, что по решению руководства республики мы не можем его показывать в нашем кинотеатре. Деньги за билеты будут возвращены по предъявлению, естественно, билетов на кассе мы всем вернем. Американские критики объявили «50 оттенков серого» самым провокационным блокбастером за последние 10 лет. Первые зрители картины подкрепляют этот титул статистикой. В ленте около 20 минут любовных сцен. Интересно, что в попытке привлечь максимальное число зрителей авторы решили отказаться от чрезмерной откровенности, не показывая зрителю ничего лишнего. Для сравнения, в скандальном шедевре Гаспара Ноэ «Необратимость» насильственная сцена длится 10 минут. При этом фильм считается классикой. «50 оттенков серого» – скандальный роман известной британской писательницы Эрики Джеймс, изданный в 2011 году. С тех пор по всему миру было продано более 70 миллионов экземпляров. Едва ли бестселлер появился на прилавках Северной Осетии, его тут же раскупили. Уже сейчас книга бьет рекорды по всем продажам, обгнав даже «Гарри Поттера» и «Сумерки». Очевидно, что стоит ожидать еще 2 полнометражных продолжения – адаптации романов на 50 оттенков темнее и 50 оттенков свободы, составляющих культовую трилогию. Земфира Лулаева, Яна Гагиева, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Во Владикавказе вручили первые квалификационные аттестаты должностным лицам управляющих компаний. Это первый этап для выдачи предприятиям лицензий. Сдача профессиональных экзаменов работниками – обязательная часть при прохождении аттестации. Уже 12 человек ее успешно миновали. И теперь организации, в которых работают эти сотрудники, могут претендовать на лицензионные соглашения. По нормам российского законодательства документы о прохождении аттестации должны быть у всех управляющих организаций. Компаниям, не прошедшим процедуру лицензирования до 1 мая текущего года, будет запрещено заниматься оказанием услуг в жилищной сфере. Экзамен у нас представляет из себя это 200 вопросов. Вопросы разработаны Министерством строительства Российской Федерации. Непосредственно работы управляющих организаций, занятых в сфере оказания услуг.
многоквартирных домах. Подача тепла, содержание подвалов, содержание кровель, подъездов, лифтов и так далее. Удобно и доступно. Теперь получить документ, записаться на прием или отправить обращение в пенсионный фонд стало легче. Сегодня руководство городского пенсионного фонда представило на своем официальном сайте личный кабинет застрахованного лица. Чтобы зарегистрироваться, жители республики должны зайти на портал госуслуг. Личный кабинет позволяет гражданам до пенсионного возраста узнать о своих пенсионных правах. Технологии и системы межведомственного электронного взаимодействия приоритетом становятся формы дистанционного взаимодействия с гражданами. Для этого Пенсионный фонд с начала года открыл на своем официальном сайте новый электронный сервис. Теперь каждый житель республики может завести свой личный кабинет. Доступ к личному кабинету могут иметь все пользователи, прошедшие регистрацию в единой системе идентификации и аутентификации. Это обязательно потому, что только в кабинете содержатся персональные данные гражданина. Вот примерно. Сервис позволяет рассчитать стаж и количество начисленных пенсионных баллов. Можно также получить подробную информацию о периодах своей трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов. В презентации приняли участие представители республиканских и городских властей. Мы должны довести по электронным услугам, получение услуг в электронном виде. Это вообще, так сказать, не выходя из дому. Это без привязки к каким-то офисам. Мы должны до 2018 года поднять до 80% в целом по России и, конечно, у нас в республике. В этом году мы 40% населения, вы знаете, охватили системой МФЦ. Правительство решило эту задачу. Это еще один шаг к внедрению в республике электронного документооборота. Для населения эта услуга станет удобным новшеством. Создатели отмечают, теперь им реже придется стоять в очередях. Рая Дзантьева, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Светлана Копылова гастролирует по всему миру. Сложно представить, что эта хрупкая девушка с гитарой – автор песен для таких известных эстрадных исполнителей, как Кристина Орбакайте, Вячеслав Малежик, Игорь Саруханов, Валентина Толкунова. Сначала она писала для других, затем неожиданно для самой себя запела сама. Светлана Копылова не только профессиональная актриса, но и самобытная певица. Она творит в редких жанрах – песни, притчи, баллады, легенды. Неподдельная искренность, тонкая душа, умение достучаться до сердца каждого – это то, что отличает ее от многих современных исполнителей. Тексты песен не оставляют равнодушным никого, они полны мудрости и рассудительности. Она поет о том, что волнует и находит отклик в сердце всегда, о добре и зле, о жизни и смерти, о любви и зависти. Очень часто зрители на концертах Светланы Копыловой просят исполнить полюбившиеся композиции и не прячут своего восторга и слез. И я думаю, кто находится сейчас сидит в зале, они не просто так сюда пришли, потому что это все, что она исполняет, эти песни, они на самом деле говорят о вечности, о светлом, о хорошем, о добром. И дай Бог, чтобы таких исполнителей было больше, как Светлана Копылова. Быть детским врачом – задача очень непростая. Нужно обладать высочайшим профессионализмом и терпением, умением понимать и слышать самых маленьких пациентов. Доктору Есенову сегодня 84, но и в свой день рождения он не покидает стен родной хирургии. Говорит, что в его профессии очень важно заручиться доверием детей. Только тогда лечение будет успешным. 58 лет назад впервые среди республик Северного Кавказа в Северной Осетии открылось отделение детской хирургии. Положил начало этому огромному делу Константин Есенов. Спустя много лет он по-прежнему стоит на страже здоровья детей. Когда Константин Есенов окончил мединститут, на молодого выпускника была возложена огромная ответственность. В 1956 году он открыл детскую хирургию, в послевоенные годы единственную на Северном Кавказе. Медицинских книг практически не было, учиться приходилось всему самостоятельно, методом проб и ошибок. Но были хорошие учителя – доктора Цирихов, Толпаров, Геоев. И с того времени вот это детское хирургическое отделение обслуживало жителей, детское население Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии и Казбекского района Грузии. С того времени принимали мы разных больных, и тяжелых, и не очень тяжелых. И история событиями очень богатая этой детской хирургии.
Отделение развивалось. Сначала было всего 20 коек, сегодня их около 160. Константин Есенов нередко выезжал на дом к маленьким пациентам, оказывая экстренную помощь в самые критические моменты. Он с горечью вспоминал дни бесланской трагедии, когда опыт детского хирурга был особенно необходим. Вместе с ним, не покладая рук, трудились коллеги. Константин Татарканович Есенов мне еще преподавал на последних курсах, это на 5-м. А на 6-м курсе я была в субординатории тоже под его покровительством как бы. Но я в детскую хирургию попала только сугубо по его причастности. Это было в 1972 году, с тех пор я работаю рядом с Константином Татаркановичем. Он посвящает массу времени студентам и говорит, что хотел бы видеть в своих учениках трудолюбие и честность. Доктор Есенов не дает никаких назиданий, он просто передает свой опыт. Студенты вместе с наставником постигают азы удивительной профессии врача, консультируют маленьких пациентов и их родителей. Во-первых, я хочу выразить свою благодарность персоналу больницы за то, что нас так приняли, очень внимательные хирурги, в особенности Константин Татарканович. Хотела бы поздравить его с днем рождения и пожелать ему долгих лет жизни, успехов в его труде, в том, что он делает для наших детей. Здоровья ему, терпения. Это очень чуткий человек, очень добрый и отзывчивый, внимательный доктор. Иногда дети рассказывают доктору Есенову больше, чем родителям. Они видят в нем не только врача, но и друга. Детский организм – неизведанная вселенная, и чтобы понять ребенка, надо самому быть немного волшебником, таким, как Константин Есенов. Залина Губурова, Заур Цеов, Осетия ТВ.